Здравствуйте. Накануне был Всемирный день семьи. Для меня это стало формальным поводом для того, чтобы рассказать вам о замечательной семье горожан. Но вначале рассказ о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте. Вчера акционеры Якутскэнерго обсудили результаты работы общества в 2006 году. Отмечено снижение производства электроэнергии и увеличение производства тепловой энергии. И как следствие, чистая прибыль общества сократилась за год на 160 миллионов рублей. Уменьшился наполовину и размер дивидендов. Да, и в результате этого на каждую рублевую акцию будет выплачено дивидендов в размере чуть больше 1,5 копеек. В Якутске открылся сезон фонтанов. Первым ударил фонтан у кинотеатра «Лена». Событие хотя и радостное, но свершилось абсолютно буднично. Между тем, основная масса фонтанов заработает только в июне. В департаменте жилищно-коммунального хозяйства мэрии это объясняет, в общем-то, традиционно неустойчивой погодой в мае и поэтому высокой степенью вероятности того, что будут разморожены подземные трубопроводы. Кроме того, городские фонтаны – это сложное техническое сооружение, которое требует серьезной подготовительной работы. Да, и поэтому в департаменте считают, самым оптимальным сроком запуска фонтанов это все-таки июнь месяц. Речь идет как о плавучих фонтанах на теплом озере, так и о самом большом красивом каменном цветке на площади Орджоникидзе. 12 июня, ко Дню России, они будут открыты все. Республиканский противопаводковый штаб сегодня рассмотрел ситуацию с восстановлением движения автотранспорта по дорогам в пригородах Якутска. Движение по Маганскому тракту будет восстановлено уже к вечеру. Движение по Намскому тракту планируется восстановить к утру в объезд размытого участка. И движение по Намцирскому тракту, возможно, будет восстановлено к выходным дням. В настоящее время движение по Намцирскому тракту восстановлено, если иметь в виду участок под горой, однако на 5-м километре размыв все еще остается. На заседании штаба была озвучена информация о положении населения, ведь в городе остается подтопленными примерно 350 жилых домов. Да, и кроме того, в эвакопунктах размещаются по-прежнему 352 человека. И в заключение сообщение из зала суда. Вступил в законную силу приговор Верховного суда в отношении Александра Быкова и Сергея Молодчина. Они были осуждены к 20 годам лишения свободы каждый с отбыванием первых 3 лет в тюрьме. Как было установлено судом, 7 августа 2005 года в местности Долина, расположенной в пригороде Якутска, осужденные, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подъехали на автомашине КРАС к застрявшей «Волге» и убили 2 незнакомых пожилых граждан с помощью шоферского инструмента, после чего завладели машиной, а также и деньгами в сумме 1700 рублей. Вот в таком большом доме живет многочисленная семья Светланы и Алексея Риховских. 5 лет назад он был куплен мэрией и с тех пор стал уютным гнездышком для семьи, которое, в общем-то, на канцелярском языке именуется очень суховато – семейный детский дом. Нет, а какую хочешь? Может, вот эту хочешь? Эту хочешь? Давай вот эту наклейку выберем. Валерия. Коля. Светлана Николаевна, а как у вас семья появилась вообще? Мы сначала взяли вот этих 3 старших девочек. А как это получилось? А так получилось, что с ними я по соседству жила раньше. И их отец со мной вместе работал. Отец у них умер, потом мать умерла, дети остались одни. И кто-то кого-то берет. Мы сказали всем, что 3, чтобы вместе не разлучить, взяли. И старшая согласилась с сестрами остаться. И вот так получилось. Алена, сама старшая среди детей, учится в 10 классе. Что будет после школы? После школы, наверное, поступлю на дизайнера. А почему именно дизайнера? Что-то пробовала делать уже? Ну да. Рисовать люблю. И что-то придумывать из всего. А я даже не знала, что детские дома есть семейные. Вообще? Вообще не знала. И потом папа у нас сказал, собака тоже девочка, кошка тоже девочка, хоть бы одного мальчика бы взяла. И вот я пошла, просто рассказала Мерию, и посмеялись там. И потом раз звонок вызывает. Он говорит, в силе ваше желание? Конечно, в силе, говорю. И они мне дали список. Журавушки. Не хочешь? Так вот в семье Риховских и появилось 3 пацанов. Валера старший из них, будущий повар, как он говорит. А в какую школу ты ходите?
ты готовить любишь или что? Или есть? Нет, он у меня, когда я занята, он готовит сам. А что умеет? И яичницы, и макароны, и все делает почти. Вот. Любит. Молодец. У нас папа любит готовить. А, вон даже так. Да, поэтому вот все они. Они все вот умеют делать. Утром и яичницу. Они сами. все мои. Это что, у вас все тогда маменькины дети-то? А папины кто? Кто папин ребенок у вас? У нас все. А, все. Вот маленький еще. Маленький вообще без ума от папы. Да? Ага, ужас. От папы ни шаг не отходит. Вот так. Это сейчас сколько тогда у вас ребятишек получается всего? Все, 6. Одна уже взрослая стала. Ну там работников не хватает, даже выходного не бывает иногда. Ее вызывают каждый раз. Так что редко видите, да? Редко, видимо, ага. Ясно. Она у вас первая выпускница пока единственная, да? Единственная, ага. А следующий как скоро будет? А вот Алена? да, Алена в 10 классе. Ага. А еще почти что нянька. Алена живет в одной комнате с малышкой Юлией. Ну и как с ней уживаетесь? Она ночью плохо спит, постоянно крутится и пинается. Да, болеет. Ну что ты здесь инвалид детства, косолапие обе ноги и вот рука 40-60 пальцев. Я уже ту ногу оперировали, но не... И нынче вот эту ногу оперировали. Ну, девичья комната, конечно, самая ухоженная и красивая в доме. Ну, у пацанов, Коли и Валеры, все гораздо проще. Вся моя семья. Это мама, это я, это моя сестра младшая Лера, это Оля, это Валера, это папа, это Юля, это Алена, а это Катя. А почему они отдельно наверху где-то? А, у меня места не хватило. Ты любишь рисовать, да? А что ты больше всего любишь рисовать? Войнушки. Войну? А еще Коля большой друг Леры. С первых дней в семье Риховских. Вот и во время встречи с гостями, а в Международный день семьи к ним приехали сотрудники мэрии Якутска, они тоже сидят рядышком. И мы вам желаем, чтобы семья ваша была добрая, большая, всегда дружная, красивая, здоровая, самое главное. Чтобы Вкусный. Ну скажите спасибо. А она такая и есть, семья Риховских. Добрая и отзывчивая. С детьми временами, конечно, строгая, ведь дети во всех семьях одинаковы. Временами любят пошалить, временами и вредничают наверняка. У меня дети вообще... Коля вот, вообще от воды не боится. Он купается, плавать быстро научился. А сейчас Лера, тоже маленькая уже начала. Маленькая девочка-то. Тоже от воды. Все ждут, когда будет лето. Ну, у вас тут вообще условия, конечно, классные. Да, хорошие, ага. От воды их вообще. И здесь все в округе, все дети через наши заборы идут. Купаются вот здесь. Тут у вас купалка получается? Да, вот калитка открываем и купаются. И даже взрослые через наш двор ходят. Потому что здесь песок. И не глубоко. Пока смотрел в очередной раз вместе с вами вот этот материал, все пытался представить, в который уже раз, как же все-таки Риховские наказывают своих детей. Ведь не всегда в самом деле их отношения бывают вот такими идиллическими, как в то самое утро. Пытался, но ничего у меня не получилось. Все-таки уважительные и обходительные такие вот взаимоотношения в этой семье, они сильно очень мешают. Ну, вполне возможно, что на этот случай в семье Риховских есть папа. Я его попросту не застал в семье. Но, как бы то ни было, радостно, ну, действительно радостно было узнать о том, что есть в нашем городе еще одна такая счастливая семья. Одна из очень и очень многих. На сегодня все. Встретимся завтра. Всего доброго.